В эфире программы «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В этом году сотрудники опорного пункта «Вместе к победе» передали более 700 посылок в зону СВО. В Нерюнгринском районе модернизируют объекты здравоохранения. Так появилось отделение профосмотров, где предоставляется комплекс медуслуг. Ювелирные украшения все чаще создают с помощью 3D-принтеров и сложных графических программ. Как пиксели превращаются в драгоценные камни. В селе Сюльдюкар Мирнинского района будет построена новая школа. Сильнейшие спортсмены и медиалица Якутии объединились в захватывающем турнире по волейболу. Объем финансирования северного завоза через бюджетные кредиты в 2026 году увеличится в 3 раза по сравнению с 2024 годом, когда на эти цели было выделено более 10 миллиардов рублей. Глава Минвостокразвития Алексей Чукунков отметил переход на новую технологичную модель поставок. Внедряется цифровая платформа в КИС «Северный завоз» и обеспечивается приоритетность грузов. В текущем году к снабжению Якутии и других регионов ДФО подключат флот «Росатом Арктика». Также планируется масштабировать опыт Якутии по созданию сети торгово-логистических центров на другие северные субъекты. В праздничные новогодние выходные сотрудники опорного пункта Республиканской комиссии «Вместе к победе» продолжали доставлять адресные посылки бойцам из Якутии, проходящим службу в зоне СВО. По заявкам бойцов за линию боевого соприкосновения передаются маскировочные сети, антидроновые одеяла, генераторы, тепловые пушки, медикаменты, теплые вещи и продукты питания. За 2 недели передано более 700 посылок. Опорные пункты Якутии наладил тесную работу с местными волонтерскими организациями из улусов и городов регионов Дальнего Востока. Помощь оказывается не только военнослужащим, но и детским домам, хостелам, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Приехали до наших бойцов. Вышел старшина на нашего бойца, потому что наш боец находится на передке, и он не смог выйти. Все передаем. Здесь личные посылки, здесь у нас шлем, еще что-то мы разберется. Передали небольшие подарочки новогодние. Ну вот, все мы передали. Спасибо вам большое, родные люди, за помощь фронту. Школьники Якутска встретились с участниками СВО. Встреча прошла в формате живого диалога. Учащиеся задавали ветеранам боевых действий интересующие вопросы о том, как проходили дни в зоне проведения спецоперации. Ребята с интересом слушали рассказы о фронтовых буднях, задавали вопросы о жизни и службе якутских бойцов. Кроме того, на встречу участникам СВО вручили якутские ножи – символ мужества. Мы сегодня здесь собрались в нашем центре, молодежном центре «Патриот». По нашей доброй традиции мы всегда вручали нашим бойцам, нашим героям якутские ножи от нашего Илдархана. Но сегодня приехали наши ребята, их несколько человек, поэтому решили мы сразу одновременно 8 нашим бойцам вручить торжественно. И вот позвали тоже нашу молодежь. Вот она сейчас, ребята, старшеклассники подошли к нам, и хотелось бы тоже рассказать им про вообще быт армейский, работу и тому подобное. С этого года в России вступают в силу новые правила поступления в вузы. Учебные заведения прекращают прием документов через собственные сайты. Подать заявление можно будет 3 способами: через портал госуслуги, лично в приемной комиссии или по почте. Выпускники колледжей теперь смогут поступать без ЕГЭ только на специальности по своему профилю, а при смене направления им придется сдавать экзамены. Также абитуриенты получат возможность поступать по результатам белорусских экзаменов без сдачи ЕГЭ, а в целевых квотах начнут прописывать конкретных заказчиков и условия обучения. Встретить юбилей в новой школе. Долгожданную дату с нетерпением ждет коллектив учреждения и его учащиеся. Уже этой весной они смогут заехать в светлое и просторное 4-этажное здание. На месте строительства побывала наш корреспондент Вероника Таюрская.
Строительство нового здания школы номер 1 находится на финишной прямой. До конца февраля строители должны завершить все монтажные работы и установку мебели. На площади более чем 6 тысяч квадратных метров проделан колоссальный труд. За 1,5 года на месте снесенного здания возвели 4-этажный объект с более чем 20 кабинетами и дополнительными помещениями для творческих и спортивных занятий. Осталось немного, пусконаладочные работы ведутся сейчас. Вот, как видите, электрики работают, сантехники пусконаладку проводят, вентиляцию и так далее. И сборка мебели идет. И то заканчиваем. Оборудование завезено, мебель завезено, компьютеры и так далее. Все завезено, просто осталось только пусконаладку и провести, там мелочи остались работы. Строительная готовность объекта составляет 98%. Сейчас ученики размещаются в старом здании Якутского торгово-экономического колледжа, но и там места не хватает. Поэтому новое здание в дополнение к нынешнему даст возможность обучать больше детей, прикрепленных к первой школе. Для создания условий шаговой доступности, естественно, будут обучаться дети, которые проживают на территории рядышком от школы, согласно федерального закона об образовании. И также вот на 3-м этаже, так как это здание всего имеет небольшое количество кабинетов учебных, будут размещаться профильные классы. В здании размещаются учебные аудитории, кабинет рисования и черчения, специализированные лаборатории химии и биологии, зал для занятий хореографией и драматическим искусством. Особой гордостью стал спортивный зал, который может трансформироваться в актовый. Для учеников с ОВЗ предусмотрен лифт и адаптированный туалет. Коллектив школы активно готовится к открытию собственного здания. Педсостав уже заключил соглашение с Малой академией наук, дальневосточными университетами, а консультации в научной сфере проводят ведущие ученые республики. С введением этого здания, конечно, у коллектива появилась новая возможность для того, чтобы развиваться дальше. И наблюдая за тем, что есть такие скажем, трудности и сегодня среди школьников, это формирование именно здоровых привычек, здоровой психологии, и в целом здоровья. Новое строение возведено с учетом дизайна старого и аварийного здания школы, которая была построена в 1941 году. Открытие школы запланировано весной этого года, что дает возможность детям сдать итоговую аттестацию в удобных и просторных кабинетах. Раника Тырская, Элита Махно, Якутск. В Нюрнбергском районе продолжается модернизация объектов здравоохранения. Так, в одном из зданий поликлиники для взрослых успешно ведет свою деятельность отделение профосмотров, где желающие могут в комфортных условиях получить весь необходимый комплекс медуслуг. Подробности у коллег. Отделение для проведения медицинских комиссий и профосмотров оказывает услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников различных предприятий, оформлению справок и заключений. Имеет опытных специалистов и современное оборудование для проведения необходимых обследований. За 2025 год диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошло 29 320 человек. Впервые выявленных заболеваний выявлено более 300 случаев. Из них 14 случаев – это онкологических заболеваний, 9 случаев сахарного диабета, 43 случая заболеваний сердечно-сосудистой системы. По сравнению с 2024 году выявляемость увеличилась почти в 3 раза. С целью привлечения жителей района к прохождению диспансеризации в отделении профосмотров еженедельно проводится лотерея. Среди призов сертификаты на различные платные услуги НЦРБ. Также ведется активная работа по привлечению спонсоров среди промышленных и торговых предприятий района. Мне очень понравился ремонт, все сделано очень современно, стало комфортнее себя чувствовать здесь. Вообще как-то чувствуешь более даже уверенность, как будто в медицине. Ждать стало приятнее. В целом все очень понравилось. А врачи наши всегда приветливые, все еще персонал обновляется, становится моложе, какие-то новые лица, видимо, привлекаются новые люди, больше стало комфортнее сюда приходить. Прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно и в значительной степени уменьшает вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения.
Я прохожу здесь медкомиссию для трудоустройства. Все оформили меня достаточно быстро. Прохожу все тоже очень быстро. И сегодня даже не так много народу, очередей. Также я здесь проходила диспансеризацию. Тоже все оперативно, быстро и профессионально. Модернизация объектов здравоохранения Нерюнгринского района будет обязательно продолжена, чтобы жители имели возможность получить качественную медицинскую помощь, не выезжая в другие регионы. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Если раньше ювелир ассоциировался с мастером, который часами сидит с лупой и молотком, то сегодня его рабочее место больше напоминает лаборатории будущего. Ювелирные украшения теперь все чаще создают с помощью 3D-принтеров и сложных графических программ. Как цифровые технологии превращают пиксели в драгоценные камни и почему современному мастеру ноутбук нужнее наковальни, расскажет Петр Васильев. Щелчок мыши, движение курсора, и на экране монитора уже появляются контуры будущего изделия. Кольцо с национальными мотивами – одна из нескольких десятков работ, которые студентка 4-го курса АГИКИ Мария Матвеева создала за время учебы. Она признается, профессия сложная, но дорогу, что называется, осилит идущий. А есть один ювелирный айтем, ювелирный предмет, который вы создали и любите больше всего, или как своих собственных детей любите все? Ну да, есть. Вот последний я делаю дипломную, она мне очень нравится. Она симбиоз современного с якутским именно. К слову, об учебе. АГИКИ не первый год реализует программу подготовки специалистов для креативной отрасли. Это один из способов решения ключевой проблемы российской ювелирки – дефицита дизайнерских кадров. С уходом из страны международных ювелирных брендов у производителей открылась большая перспективная ниша. Очень много внимания к нашему университету и очень много ребят, которые хотят к нам поступать. Но так как у нас очень ограниченные места, имеется высокий спрос, высокая конкурентность, и на данный момент сейчас обучается 21 студент, но мы думаем, что в ближайшие 2-3 года эта цифра будет удваиваться, то есть увеличиваться, так как есть спрос и есть необходимость появления таких специалистов, которые как раз будут работать с ювелиркой. Сегодня с уверенностью можно сказать, бриллианты по-прежнему остаются лучшими друзьями девушек. Но вот круг общения самих камней заметно помолодел. А моду на украшения диктует молодое поколение. Петр Васильев, Нюргун Старостин, Якутск. В селе Сюльдюкар Мирнинского района будет построена новая школа. Решение о разработке проектно-сметной документации уже принято, что стало важным шагом в реализации указа главы Якутии о развитии района до 30 года. Существующее здание школы, построенное еще в 1967 году, давно не отвечает современным требованиям. Несмотря на то, что школа является этнокультурным центром изучения эвенкийской культуры и поддерживается в приемлемом состоянии благодаря усилиям педагогов, потребность в новом здании назрела давно. На сегодняшний день это единственная деревянная школа в Алмазном крае, лишенная даже собственного спортивного зала. Это более целесообразное решение. 20 августа 2025 года заключен контракт с ООО «Стройпроект» на разработку проектно-сметной документации на строительство здания школы. И ожидаемое исполнение контракта по контракту 29 мая 2026 года. Ну и после, разработки ПСД и прохождения экспертизы ожидаем строительства школы, но это будет где-то примерно 29-30 год. Первый космический аппарат, разработанный в республике, продолжает свое путешествие по орбите. Напомню, 28 декабря с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2-1Б», на борту которой в качестве попутной нагрузки разместился и спутник «Чолбон», собранный якутскими энтузиастами. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели. Фразе Константина Циолковского более 100 лет, но актуальности она не теряет. Да, у нас в стране до сих пор нет космонавта родом из Якутии. Однако космос к нашей республике гораздо ближе, чем может показаться. От визитов космонавтов в Якутию, культурной нагрузки в качестве хомуса или маленькой куклы в национальном костюме на борт МКС, до собственной разработки спутника, который уже сейчас бороздит просторы галактики. Это был большой проект, который растянулся на 6 лет. Все ребята сами сделали, полезную нагрузку. И сейчас вот этот маленький космический аппарат
Он должен подняться на высоту 530 километров от Земли и будет вращаться 14 раз в течение суток на этой орбите 8 лет и будет очень успешным, интересным проектом. Аппарат массой всего 1200 граммов и вмещает в себя научную и учебную аппаратуру, разработанную выпускниками и студентами Малой академии наук. В ее состав входят 12 ардуино-совместимых микроконтроллеров, малогабаритный гамма-спектрометр и набор датчиков. С помощью звезды можно реализовывать и радиолюбительскую программу. Со спутника уже передана первая телеметрия, запланированы также регулярные передачи ССТВ-открыток, аудиосообщений и изображений Земли. Сигнал доступен для радиолюбителей по всему миру. С нами летело 52 аппарата, вот в том числе летел наш аппарат в контейнерах таких же. И 27 декабря был выведен на орбиту в составе вот этой вот маршрутки космической. Вот, сейчас аппарат находится на орбите 500 километров, солнечно-синхронная. Период обращения 94 минуты. И в данный момент аппарат проходит летно-конструкторские испытания. То есть пока с него идет только техническая информация. Уже совсем скоро, 27 января, спутник введут в эксплуатацию. И уже тогда, помимо технических характеристик, можно будет получить и научные данные. Он летит по такой траектории. Вот здесь он находится. Ну, это прогноз. И он будет пролетает над Якутском он 3 раза с утра с 9 до 12 и 3 раза вечером. То есть солнечно-синхронная орбита крутится вот так вот, под ним Земля проворачивается, и он как бы попадает в одну и ту же точку 2 раза в сутки. 6-летний путь был тернист, но, тем не менее, проект «Чолбон» убедил молодежь до звезд рукой подать. Ну а что впереди? Очевидно, что новые горизонты. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск. Национальный художественный музей подводит итоги ушедшего года. Предыдущие 12 месяцев были посвящены 90-летию выдающегося художника и графиста Афанасия Мунхалова. Основополагающей выставкой в честь декады народного художника стала экспозиция «Победа и мир». Картины рассказывают о жизни и бытии якутского народа. Выставка стала отражением человеческой силы духа. Она заставила переосмыслить философские вопросы, касающиеся обычной человеческой жизни. Национальный художественный музей открыл в феврале прошлого года выставку «Мир и победа». Вот это название мажорное, оно как бы отражает всю суть творчества художника, которое было направлено на позитивное, на радостное восприятие действительности. Работал он в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы и никогда не терял вот этого уникального оптимистичного взгляда на жизнь. Его называли «солнечным резцом». На следующей неделе в Якутске начнет работу традиционная зимняя школа «Навигатор детства». Алданский район представит специалисты из 5 школ, в том числе из школы номер 2. Наступившая четверть таким образом обещает стать насыщенной как для детей, так и для педагогов. Начинаниями и планами ребята и их наставники поделились с нашими коллегами. У 11-классников школы номер 2 сейчас по расписанию физика. Отвлекаться от изучаемой темы некогда, да и на раскачку после каникул времени нет. До вручения аттестатов осталось совсем немного. А от результатов выпускных экзаменов напрямую зависит возможность получения выбранной профессии. Все свободное время ребята и девчонки посвящают учебе и подготовке к ЕГЭ. Настроение достаточно хорошее, хоть и, конечно, впереди ЕГЭ, но учителя нам делают консультации, мы все стараемся, работаем, трудимся. И думаю, что все будет успешно, все экзамены, будем на это надеяться. Хочется, конечно, чтобы хорошо все сдала, хочется поступить, но в целом подготовка идет очень хорошо, нас учителя очень хорошо подготавливают, и каждый день что-то новое изучаешь и повторяешь новый материал. Конечно, для учеников выпускных классов сейчас в приоритете учеба. А у победителей муниципальных олимпиад забот еще больше. Совсем скоро им предстоит показать знания в интеллектуальных состязаниях на республиканском уровне. 11-классник Вячеслав Газинский поборется за победу в Олимпиаде по биологии. Часть ребят у нас набрали хорошие баллы, заняли первые места, и сейчас они отправляются в Якутск, в город Якутск, на республиканский конкурс.
Между тем, школа – это не только учеба. Увлекательной и насыщенной событиями остается внеурочная деятельность. В феврале в стенах школы вновь откроется литературная гостиная, где таланты представят коллективы из других общеобразовательных учреждений района. Напомним, впервые гостиная приняла артистов, вокалистов и чтецов в прошлом году. И очевидно, что такие встречи становятся традиционными. Ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню у ребят также масса задумок и идей. В преддверии 23 февраля мы проведем все веселые старты, какие-то силовые мероприятия, развлекательные мероприятия, безусловно. В марте у нас запланировано кулинарный поединок, который мы планируем сделать тоже постоянным на базе нашей школы. Не менее напряженными и интересными ближайшие недели станут и для педагогов. Им предстоит не только трудиться, но и учиться. Так уже на днях советники директора по воспитанию вместе с коллегами из других школ района отправятся в Якутск, где начнет работу традиционная зимняя школа навигаторов детства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске прошел круглый стол к 80-летию этномузыковеда, фольклориста Надежды Николаевой. Участники, научные сотрудники, члены семьи и бывшие коллеги делились воспоминаниями о Надежде Николаевне и ее наследии в изучении фольклора коренных народов Республики Саха. Она внесла значительный вклад в изучение устного, словесного и музыкального народного творчества народов Саха, эвенов, эвенков и юкагиров. Николаева исследовала функции пения и музыкальную лексику устной культуры народов Севера, а также провела множество экспедиций по Вилюйской группе улусов и другим регионам Якутии. На сегодняшний день ее материалы активно используют в научных работах. Она работала в институте языка и литературы. Ее область научных интересов легла в русле эвенкийской музыки. И там она по-настоящему сделала открытие. Например, она очень тесно сотрудничала с Кульбертиновой, с шаманкой эвенкийской, и даже записала ее камлание, которое потом было опубликовано. Она всегда для меня пример, и она всегда остается незабвенным товарищем. Во Дворце спорта 50 лет Победы прошел первый день республиканских соревнований Кубок НВК по волейболу. В составе участников турнира 60 лучших волейболистов республики. 30 женщин, 30 мужчин, 6 ведущих тренеров и 6 медиаперсон. Подробнее в сюжете далее. Сильнейшие спортсмены и медиалицы Якутии объединились в захватывающем турнире по волейболу. Медиаперсоны, люди из других видов спорта и блогеры. Первый игровой день открыли женские команды «Уран» и «Чорон». Игра с первых минут идет в хорошем темпе, без лишних пауз, плотной борьбой у сетки. «Уран» делает ставку на подачу и быструю атаку. «Чорон» отвечает надежной защитой и длинными розыгрышами. Для спортсменок участие в Кубке НВК – это не только соревновательный опыт, но и возможность играть в необычном формате. Вообще наша команда состоит из разных игроков, разных команд, так же наши соперники. У каждого свой стиль, и нужно каждую частичку привнести в эту игру. Вообще я занимаюсь волейболом с 13 лет. Он меня поразил своими насыщенными движениями. Меня привела сюда мама в волейбол. Также меня сюда уже зовут второй раз. В прошлом году также был Кубок НВК Саха. Организация турнира на самом деле на высшем уровне. Отметим, что Кубок НВК в республике проводится во второй раз. Организаторы отмечают, что интерес к турниру растет, а формат соревнований помогает популяризировать волейбол в республике. В 2011 году этот проект назывался «Турнир Вебегейм». Он собрал в себе 60 лучших спортсменов и 6 медиаперсон. И с 2025 года мы его проводим в телевизионном формате совместно с НВК Саха. Насчет следующего года пока не загадываем, но есть уже идеи, потому что кого пригласить в качестве медиаперсон. Возможно, это будут спортсмены из других отраслей, например, строительной отрасли, что-нибудь такое. Для тех, кто хочет пересмотреть лучшие моменты или не сможет присутствовать лично, трансляции игр турнира будут выходить в эфире НВК по субботам с 24 января.
Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. Такими увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.